Сегодня мы познакомимся с животными, в глазах которых можно в буквальном смысле утонуть, так как у них самые огромные глаза среди всех животных. Как вы думаете, кто они? Конечно же, это страусы. В период пандемии мы не стали рисковать с полетом в Африку, а приехали на страусиную ферму в Гафурийском районе. С греческого языка страус переводится как воробей-верблюд. Африканский страус – самая крупная птица. Ее высота аж больше 2 метров, а масса больше 150 килограмм. Огромные глаза страусов говорят о том, что у них отличное зрение. Они могут видеть на расстоянии до 5 километров. Их глаза весят столько же, сколько мозг. Также из-за своих глаз они могут видеть происходящее позади них, не поворачивая голову. Как известно, страусы – самые быстрые нелетающие птицы. Бегать они могут со скоростью до 70 км в час. При этом один шаг достигает 3 метров. Страусы при беге легко могут развернуться, не сбавляя скорость, а также внезапно лечь на землю. Такой удивительной способностью обладают далеко не все живые существа. У страусов очень необычное оперение. Не все его части тела покрыты перьями. Голова, шея, ноги и бедра у них голые. А в целом страусиные перья являются отличным украшением. Ребята, а вы знаете, сколько пальцев у страусов? Посмотрите, у них всего 2 пальца. Один большой с когтями. При беге страус опирается на него, а второй маленький. Кажется, этот страус хочет со мной познакомиться. Привет, давай познакомимся. Но сколько бы я с ним ни знакомилась, он все равно забудет меня через 45 секунд, так как у самой большой птицы самая короткая память. Через 45 секунд у них начнется жизнь с нового листа. Ну и, конечно же, самые большие яйца у страусов. В одно страусиное яйцо вмещается около 24 куриных яиц. Их скорлупа очень плотная. Их диаметр около 15 сантиметров, и вес достигает 1 килограмма и 700 грамм. Мы знаем, что среда обитания страусов – Африка, где всегда тепло. А как они переносят наши погодные условия? Они адаптированы к нашим погодным условиям, зимой они переносят хорошо, прогулялись немножко на улице, минут 15-20, и обратно заходят в вольер. Я отвечу на самый часто задаваемый вопрос. Прячут ли страусы от страха голову в песок? На самом деле это всего лишь миф. Они очень пугливые, и при любой опасности они просто сбегают, так как это легче всего. Вот такие великолепные страусы разводят у нас в Гафурийском районе Башкортостана. Надеюсь, моя информация была полезна для вас.